последнее воскресенье июня удмуртский народ празднует традиционный религиозный праздник Элен-Вось, который символизирует вселенское единение, триединство – земля, природа и космос. Элен-Вось – это моление, которое проводится всем удмуртским миром во всех удмуртских священных рощах раз в году в конце июня с целью укрепления единства народов, сохранения архаичных традиций и обычаев. Самые большие жертвы приносили Имару, верховному богу, живущему на солнце. Мы обращаемся вот с этим маслом хлебом к богу нашему. Это называется Имару. Чтобы жизнь пошла дальше нормально, остальные животные и в колхозе, и в деревне участников, чтобы жили нормально. У нас просьба к Богу такая. Чтобы все, чтобы просеяли, чтобы все выросло нормально, хорошо, чтобы был урожай. Это Элен-Вось уже самое большое моление удмуртов Башкирии. Пусть все ваши молитвы будут услышаны. Спасибо, с праздником. Имару принято молиться во всякое время перед началом каждого дела. По традиции, рано утром мужчины в белых одеждах приходят на поляну или березовую рощу, разжигают костры, ставят котлы, приносят в жертву животных и варят священную кашу. Кашу варят из нескольких видов круп на мясном бульоне. Именно кашу можно считать одним из самых древних блюд традиционной удмуртской кухни. И, кстати, женщины к проведению обряда допускаются крайне редко, поэтому кашу готовят только мужчины. Удмурты до настоящего времени сохраняют древние религиозно-мифологические представления предков, поэтому молельное место, где стоят котлы со священной кашей, специально огорожено. После того, как каша готова, молящиеся, взяв чашку с кашей на полотенце, обращаются к богам с молитвой, в которой и озвучивают свои просьбы о мире, здоровье, благополучии. Остальные в это время должны стоять на коленях. Аминь. Аминь. К обеду собираются жители окрестных деревень и сел, многие в национальных костюмах. Угощение кашей напоминает библейскую сцену. Можно несколько раз подходить за добавкой. Для меня, как для моих бабушек, мам и пап, очень огромное значение имеет вот этот праздник, это моление. Мы всех вспоминаем, чтобы у нас жизнь дальше хорошая была, все здоровы были, и все люди, и животные, чтобы земля это плодотворила хорошо. Для меня это все, слов нету, все для меня. Вань Люкашкем Калукес, поздравить Карышко табачым празднике, Элен-Вощен. Дилашко Ванзилы тазалык, татулык, семья Йосазы. Ваньмыз умой зегине. У Бога просим все, что есть вот хорошая погода, люди здоровые были, работой хороший был, там урожай хороший был, все это просим у Бога. Помогает. Я в этом уверен. Здесь вообще праздник Ивандес. Стоит отметить, что традиционный костюм сегодня необходимый атрибут всех праздников удмуртов. Он бережно сохраняется и передается из поколения в поколение. Мы приехали в своих национальных костюмах. Это современный вид костюма из современного материала. Фартуки, ручная работа. У всех у нас, кроме этого, есть мониста. Например, у меня вот очень много настоящих серебряных монет. Женщины должны оберегаться от злых духов. И серебряные вещи, как и у русских церквей, нас оберегают от сглаза, от всего дурного. 3-4. Дечка ложком! Дальнейшие события этого удивительного праздника переместились на другую площадку. Ну, у нас основное моление уже закончилось. Сейчас все и коллективами, которые собрались, приехали к нам. Пойдем на фестиваль «Элен» называется. Со всеми колоннами пойдем, с песней споем. Песня
конечно, всегда бывает про любовь. Это что любимые цветы Италмас, это по-русски купальница. У удмуртов самый любимый цветок. Италмас лещачка осе, ведь буркиям божеса. Ой, Италмас, Италмас. Эстафету праздника подхватили удмуртские ансамбли, представлявшие республику Башкортостан, Удмуртию и Пермский край. Народ стремится, старается сохранить свою традицию, свой язык, свою культуру, свою веру. Без прошлого нет сегодняшний день, без сегодняшнего не будет будущего. Поэтому это у нас вера всегда сохраняется испокон веков. Это наша вера между исламом и, скажем, христианством. Очень благодарны своим предкам. Они могли сохранить и передать нам. Мы обязаны передать теперь своим детям, своим внукам. Праздники антилетыз. Вань, сыче, баджим, ващен, элен, ващен. Дечклашко тилетыз. Тазалык, шутбур. Каждый дылы. Аштылын, семья сады. Шудоиш, гамыроиш, тазаиш, вижмоиш, метлоды. Я отношусь к этому как-то положительно. Оно ведь приносит плоды как и в воспитательных целях. Вот это моление, скажем, да, если человек начинает прислушиваться, да, вот этого нельзя, вот тут, значит, это такое святое место, сюда приходить, в общем-то, в другое время тоже нельзя. Ну, молодежь приобщается к какому-то послушанию. Гажаное шес, праздники антиледыз, элен ведь праздники. Яркие костюмы, протяжные, мелодичные народные песни, национальные танцы – все это главная составляющая любого народного праздника. Особый колорит ему придают песни на понятном, простом языке народа. Самая любимая часть программы – это, конечно же, угощение. Сегодня у нас удмуртские национальные блюда на столе. У нас здесь представлены перепечи. Есть картофельные шанишки, блины, калиновый пирог, кисель калиновый. Мы гостей встречаем обычно с перепечами, потому что она как солнышко, потому что мы молимся к солнцу. Поэтому мы стараемся, чтобы в жизни было так же. Вань веснодечклашком, та праздникен элен бычен, элен фестивален. Тишишком тлелы тазалык, шут. Удивительная душевная атмосфера народного праздника, наполненная национальным колоритом, позволяет нам не забывать свои корни и верить в чудо, и оно обязательно случится. Во все века люди в деревнях обращали свои молитвы к Богу с просьбой о хорошем урожае, о здоровье, о счастье близких и надеялись, что все их молитвы будут услышаны. Да будет так.